Так. Ну что, бензин привез. 10, 20. Пятерка на пилу закончилась. Так, палаточка здесь. Здесь все в порядке. Палатку просушили. Палатка сухая, готова к бою. Привезли, все, огонь. Опа! Теперь все в порядке. Опа! Вот так вот. В принципе, все, что надо было, сделал. Самое главное. Отлично. Ребята, всем привет. Ну что, отболел, ребята, чувствую по себе, отболел. Скорее всего, все, ребята, начинаю выздоравливать. 5 дней, ребята, лежал просто трупом, был на антибиотиках, лечились. В общем, после последней рыбалки, ребят, заболел. Ну, не знаю, там и ныряли в снег, и обратный путь, ребята, очень долгий, я замерз сильно. Уже на рыбалке чувствовал себя плоховато. Вернулся домой, на следующий день чувствую, все, ребята, прихворал. Ну, в общем, все, вроде как восстановился. Восстановился с вчерашнего дня, ребята, делаю кое-какие дела. Приехал сегодня в деревню. Привез, ребят, бензин. Палатку просушили. Палатка, ребят, очень большая. Соответственно, у меня здесь ее негде сушить. Но есть одно местечко. В общем, вожу туда, ставлю, сохнет. Спасибо. Спасибо, что есть такое место, так скажем, в деревне. Потому что, ну, такой объем, ребят, просушить это нереально. Все, палатка просушено, бензин привезен, значит, ребята, скоро рванем, наверное, мы в тайгу, наверное, потому что уже не могу. Деревня, погода минус 15, спокойно, снега, ребята, уже не видно парника. Не знаю, этот летом столб где-то, ребята, ну, вот так где-то. А в общем, он сейчас мне даже ниже пояса, это вот так натоптано. Все, вот этими буранками, столько снега. Ну, такие маломайские дела, ребята. Вчера виделся с Ольгой и недалеко от села ездили на машине. Так просто, я хотел побыть на льду, просто порыбачить, хотели половить живца, но немножко не получилось там у нас. Ну, рыбку мы увидели, в общем, с Ольгой, ребята. Кто изначально на канале знает, кто такая женщина, Ольга Рыбачка, я ее так называю. С ней вчера посидели, пообщались, немножко даже рыбку увидели. В общем, вчера такой был выход, а сегодня вот приехал в деревню. Но вчерашний день, ребят, немножко покажу. Красота. Алло, Оля, доброе утро. Ага. 5 минут буду у тебя. А я уже вышла на улицу. Хорошо, давай. Здорово, рыбакам. Что-то долго ждал, понял, не знаю, что-то не забудились, блин. Но, что, я вызвал, блин, во сколько, блин? А приехали только, считай, блин, час, блин. 18 минут ждал, блин. Вот так вот. Все, погнали. Все, Васильевич, давай, спасибо. Давай.
ошейник. В ящик. Держи, Бур. Главное будет. Ладно, будет, да? Так. Опа. Трогай, шеф. Ой, какая красота. А вот и речечка, река. На месте. Пять дней, ребята, лежал пластом просто на диване. Ну, заболел после последней рыбалки, когда ездили на 2 дня. Прихворал. В общем, ну, давно не болел, честно, ребята. Тут такие позиции, постоянно на рыбалке, где-то промерзаешь, вроде как здоровье было хорошее, но тут зацепило меня. В общем, таблетки, порошки, все в этом роде. Вроде как отошел, ребят, отклемался, еще так немножко держит. Ну так, маломайски уже, чувствую уже более-менее. И, в общем, тут недалеко, ребят, от дома, в районе 7 километров приехали порыбачить. Сегодня, ребят, я с Ольгой. Кто давно-давно, ребят, сначала должны знать эту женщину, рыбачка, моя знакомая. И она тут ездит вот на такси. Где-то у нее тут такие заветные луночки. И клюет постоянно вот такая рыбка. И как раз она мне нужна, живец. Подловим живца, возможно, в ближайшее время поедем на хорошую рыбалку. Но пока где-то юны тут заветные лунки, где клюет именно вот такая рыбка. Место перспективное. Обычно я прохожу здесь плавом по этой реке. В общем, сейчас будем начинать. А вот Ольга у нас идет, рыбачка. Приехали пораньше, еще вот только расцветает. Погода классная, минус 5, снежочек, ветер. Да, красота, Оль. Ну что там, где там твои заветные лунки, показывай. Ольга говорит, только клюет в одних лунках, да, Оля? Эти 2 лунки. Вот эти, да? Раз. Ага. Все, понял. Ну, ребята, видали? Сейчас начнем рыбалку. Все. Вот такая глубина, да? Да. Нифига. Да. И клюет, да? Да? Что, кормить будем чем-то, нет? Да. Давай. Приконка есть у меня. Ребята, первый живец. Смотрите, какая глубина. Охренеть. Слушай, Ольга, ну нормально. Но этот еще большой по сравнению с тем, что будешь ловить. А, да? Нифига. Самый классный живец. Ходовой. Нормальный, да? Блин, ну глубина, конечно, я в шоке. Вон. Это лед. Ольга, короче, нашла рыбу в глухозиме. Нормально. Так, у меня зашуговалась палочка. Только начинает. Да, я так сделал. Да, слушай, это как его? Мне кажется, наоборот, что лунки, это считай сразу с-подо льда. Так, мормушку надо, Ольга, маленькую, реально. Тогда будет удача. Так, ребятки, ну что, мужички пришли, сели прям под ноги. Они так сидят, пенсионеры отдыхают. Место такое, рядышком. Решил вниз, короче, мотануть. Ольга ушла, тоже пойду, говорит, посмотрю. Сидеть там тоже неудобно. Погуляю хоть немножко, развеюсь. Потому что дома, конечно, лежать на диване и болеть — это вообще не мое. Ладно, прогуляемся.
Фига, тут Ольга лупит, блин. Ушла, короче, меня оставила, говорит. Лови, говорит, живцов, Андрюха. Нет. Нифига сорожки, смотри какие. Я и говорю, блин, вон дуплет попался. Это вот только двух поймала? Еще 3. А, еще 3, да? Твоего звонка сразу, блин. Фига. Тут мне уже 5 штук. Так сорога-то, смотри, хорошая. Ну, я и говорю, давай здесь. Давай, сейчас рядом сяду тут. Звонила, блин. Огонь, молодец. Ни хрена. Вот это сорога, Ольга. Ну, я говорю. Слушай, ну ты не зря же рыбачка у меня, блин. Ё-моё, блин. Так, сейчас сядем тоже. Забурились, блин, поди. Так сяли вот прямо под ноги, чё? Это, говорит, тут моя, это твоя, говорит. Она моя, твоя. Что-то, не знаю, не клюет там, короче. Не клюет. Ладно. Фига сорога, блин. Посидим. Ну, в общем, с Ольгой повидались, ребята. Ольга молодец. До сих пор двигается, несмотря на то, что она женщина в возрасте, ребята. Ездит одна и рыбачит. Большой ей респект. В общем, молодец, уважаю вообще. Ребята, если заметили, то тафалар 600 стоит в одного. 500, ребята, я продал. Скажу честно сразу, чтобы не было вопросов. Продал, ребята, буквально на днях. Приезжали, созвонились, приехали ребята с Урдамы, Архангельская область. Ребята, привет вам. В общем, приехали, забрали с прицепом, загрузились. И тафалар, ребята, сейчас будет покорять 29-й регион. Я думаю, что все будет хорошо и ребята будут довольны. В общем, техника, ребята, ушла в те края. Остался у меня в одного 600-й. Вот, и вон и гараж будет этой весной будет достраиваться и будет все в порядке, и будет он там жить. Пока ничего с ним не случилось, ходит, все классно. Осталось 2 саней, я также отдал сани. В общем, все, что было, отдал, получается, полностью вместе с мотобуксировщиком. Все, что с ним приобретено было, я все полностью отдал. В общем, дай бог, чтобы он ходил и радовал ребят, которые приобрели технику. В общем, ребята, давайте, дерзайте. Мне кажется, он не подведет. В общем, ребят, такие телодвижения, все, что произошло буквально за вот эти дни. Ну, ничего, говорю, выходов не было. Лежал, болел. Ну, вот, восстанавливаюсь, ребята, и уже надо двигаться. Пахнет уже, ребят, весной. Остатки кашля. Надо начинать колоть дрова, привозить еще один воз. Ну, а так вот, привез бензин. Сейчас этот бензин не хватит покататься. Опять же, надо начинать искать. Рыбалка так и не проснулась, ребята. Все жалуются мужики, то что пока рыбалки нету. Ну, в общем, такие, ребят, телодвижения. Впереди есть пару классных вариантов. Пока, ребят, буду в секрете держать, чтобы не сглазить. Но намечается что-то грандиозное. Прям не знаю. Приехал сюда, ребят, забрал посылки. Пришла куча посылок, просто куча, ребята, вообще труба. И я сейчас немножко вам расскажу, от кого и опять сколько посылок отправил этот человек. Благородный человек. В прошлом видео, когда я распаковывал эти посылки, многие негативные комментарии писали. Ну, спонтом дело то, что я там прошу, что ли, как-то. Этот человек сделал от души, и как бы, не знаю. Ребят, это люди делают от души. Я ни с кем не созваниваюсь, не договариваюсь. Просто это рядом пишут. Андрю, хотим сделать приятное. И как бы, почему я должен сказать нет, не надо мне отправлять посылку. Ну, и я показываю, ребят, стараюсь показывать, потому что, ну, как бы не сделать приятным тому человеку, который он отправил. Ну, я так себе зарекомендовал, и у меня заведено так, что я буду показывать в любом случае все, что происходит, и чтобы вы были сами в курсе, что да как и почему. В общем, сейчас покажу, ребята, что и как. Сегодня я с дочкой вместе распакуем. Сейчас, блин, там опять такие громадины, ребята. Давайте посмотрим. Папа. 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 Папа.
Вот так вот. Вот так вот. Как-то так. Ну, теперь наш офис, так сказать. Скоро будет другой большой офис. Но я не просто так, ребята, сюда ее кручу, потому что я знаю, что на большой офис будет тоже табличка. И будет все шикарно. Опа. Ну все, ребята. В общем, все понятно. И теперь, наверное, вы понимаете, ребята, от кого посылка. Это, опять же, посылка от Андрюхи с Питера, от тезки моего. И в прошлом видео, когда я распаковывал вот эти посылки, их было очень много. Когда я, помните, ребят, возил Лехе, Андрюха тоже отправил там крутые подарки Лехе. Многие заметили, здесь на вот этой железной табличке есть ошибка. Рыбылка с дрюней. И, в общем, Андрюха потом посмотрел, говорит, да ладно, как так? Обратился в компанию, где это заказывал, там реально прям на компьютере была такая помарка. В общем, это такая помарка была у компании. И Андрюха говорит, Андрюха, я так не оставлю. Ничего не страшного, там не надо исправлять, я тебе отправлю новую. Это, говорит, мой косяк, мне, говорит, даже самому как-то неприятно стало. И, в общем, он, короче, законтилился, сделал новую, правильную, ребята. Ну, здесь ничего такого. Многие даже и я не понял, и когда я рассматривал, не понял, кто-то из подписчиков просто увидел и сказал, это реально, ребята, и тут и сейчас кто-то, вот я крутил, кто-то заметил, никто не заметил. В общем, вот эту табличку, ребят, я оставлю здесь, а новую, которая, наверное, сейчас пришла, пойдет вот в наш офис. Здесь, ребят, планирую сделать все шикарно. Будет печка, естественно, там будет диван, в общем, там будет такой... Помимо гаража будет такой уютно, такой, ну, какой-то балдевое место, где, возможно, будем там крутить снасти. Вечер там, не вечер, в общем, будет там все круто. И там уже будет подготовка к рыбалке вот именно в этом гараже. Ладно, все, закрутил, ребята. Пойдемте распаковывать. Ну вот, друзья, опять вот столько посылок. Опять столько посылок пришло. Но это помимо Андрюхи здесь пришло еще, конечно, от других людей. Это мы сделаем отдельно. А пока вот от Санкт-Петербурга на связи. Будем распаковывать. В общем, друзья, занес домой. Доча, поздоровайся, скажи привет. Скажи привет всем, да? Скажи, мы на больничном. Доча тоже у нас школу закрыли, ребята. В школу не ходим. Короче, на больничном все у нас сидим. Сегодня, короче, вот, ребята, опять вот такие посылки от Андрюхи. Такая коробка. Тут я прям не знаю, какой-то акт, блин. Но она очень тяжелая, ребята. Охренеть просто, какая тяжелая. Вот такая опять бандероль. Вес 3 килограмма. И вот тут прям написано Лехе. И вот еще такая штука, ребята. Короче, Андрюха прям за Леху опять не забыл. Будем распаковывать. Дочь, сейчас с какой начнем? С этой? Да. Давай с этой начнем. Так, ребята, ну что? Тут какой-то акт, блин. Я даже не знаю. Что за акт такой? Ну, что-то походу об оплате. Да ничего, да страшного. Да, это вроде как этот. Так, ну что, давай начнем. Она очень тяжелая. Кира любит посылки, да, доча? А кто, скажи, их не любит, да? Да. Кто их не любит? Пол холодный, дочь, а что, дом-то старый, деревянный. Раз. Так, ножик выбираем. Опа. А, понял. Это, короче, Андрюха писал, что Лехе подгон сделал по продуктам. Не знаю, но... Короче, это Лехе он отправил. Кира, это дядя Леша в деревню, куда мы ездили. Куда ты ездил? Да, да, куда папка езжу. А у него что, кошка? Да, смотри,
сколько он набрал этикета. Это рыжему. Это рыжему столько. Это масло. Так. Там что, Кира? Так, тут растительное масло. Бутылка. 2 пакета. Еще такой этикет, да? Так. Так. Тут какая-то записка. Кашка. Ой, рис. На, еще. Вот еще рис. Так. Андрюха, вручаем. Кирилл, давай потихоньку. Андрюха, вручаем тебе презент на новый транспортное средство. Пусть Тафарал служит тебе верной и правдой. Сколько указано ГИБДД России. Смайлик стоит, смотри, Кира. Что такое? А? Не знаю, можно так? Тут надо вон, смотри. Так. Да ладно. Что это? Номер. Тошка сейчас папа крутил. Тофик 3 семерки. КХ 11 РУС. Тофик. Нормальный номер, Андрюха блатной. Сейчас, кстати, с Илюхой, с корешем моим. Илюха взял машину себе. Дай, Киря, номер. И хотел купить номер именно для хорошей машины. 3 однерочки. 500 тысяч номер стоит. Отдельно вообще. Вот это здесь. А что здесь, папа? Так, подожди, этот ГИБДД убираем отдельно. Это вот к Тофику, гаражу. Так, Папа, это кому? сейчас, подожди, не спеши. На лицо приходил к нам гости, 2 подружки. Посмотри видео про Леху и знай, что вас решил принять участие в сборе этой посылки. А, все, вот Андрюха отписался, то что вот решил помочь продуктами. К Лехе поеду и вот прямо это отвезу ему. Ну что, давай, дочь. А тут что такое? На 08.03. Ну-ка. Смотри. Так. Опа. Это как у нас. Это вот как Андрюха посылал, помнишь, еще одна такая же штука, смотри, Кира. А вы же сказали. Она же стоит у нас до сих пор, мы еще Андрюх не трогали. Пупырка. Андрюха отправил еще, короче, одну. А, ну на 08.03, это на 8 марта Андрюха отправил. Андрюх, да мы еще те 2 не трогали. Прям Лариска говорит, пока нельзя трогать. Так, в общем, это на 8 марта. Это Лехе. Вот здесь записочка есть. Лехе получается продуктов немного. Это Тофику. Номер крутой, конечно. Всем подарки. Все, это у меня номер теперь у Тофика, ребята, официально есть, если что. 3 семерки. ЕКХ 11. Так, дочь, смотри еще. Что такое? Скрывать аккуратно. Андрюха прям тут сейчас все заморочился. Ну-ка, давай перевернем, дочь. Как стол сделаем. Опа. Скрывать аккуратно. Что думаешь там такое, не знаешь? Не знаю. Я тоже пока не знаю. Там что-то вообще крутое, доча. Смотри, тут что-то какая-то подделка, что ли. Шкатулка, папа. Что, серьезно? Шкатулка. Смотри, какая шкатулка. Смотри, доча. Точно, смотри. Смотри. Так это нарды, доча. Охренеть. Смотри, какие крутые нарды. Это вам с Ларисой развлечение, чтобы коротать вечера на отдых вдвоем. А для меня будет? Андрюха, не поверишь, вот смотри. Вот твоя коробочка. Вот четки твои здесь. И вот у нас тоже дома есть нарды. Вот такие. Это мы дедушке подарили. Это мы дедушке дарили, да. Нарды. Когда-то было дело. Вот у нас лежит здесь на столике. Я вот лично как под это положил сюда. И здесь просто охреневшие нарды. Смотри, дочь, какие. Они, знаешь, какие дорогие? Это очень, очень дорогие нарды, мне кажется.
Во. Ребят, смотрите, крутые нарды просто. Пиратом. Офигеть. Корабль. Теперь еще получается вторые нарды будут красоваться вот здесь. Ну, это же нам отправили. Вот так вот, дочь, смотри. Офигенно. Да. Вот это, конечно, супер, конечно. Супер-супер пупер сделано. Очень круто. Так, подожди, очень тяжело, не спеши. Сейчас давай немножко приберемся. Подожди, что ты? Тут же еще что-то. На 23.02, это на 23 февраля. Ирина. Кому это? Это, мне кажется, папке. На 23 февраля. Опачки. Это же у тебя... 23 февраля, дочь, это День защитника Отечества. Это кто служил, кто военный, праздник, вот как бы их, ну не только кто служил, мужской праздник, 50%, нифига себе. Это что-то такое серьезное, ребята, я вам скажу. 50 градусов. Дина, ну так нельзя говорить. У человека есть возможность, значит, понимаешь? У людей нет возможности, у некоторых, а у некоторых есть возможность. И человек делает, видишь, приятно. 50 градусов, ребята. Такая игрушка. Офигеть, я такую даже не знаю, что такое. Походу, что-то крутое. На 23. На 23, на 8. Все понял, Андрюха. Обязательно. Обязательно все сделаем. Так. Ладно, Кира, давай коробку приберем сейчас, продукты. Или что, начнем распаковывать сразу? Да. Ну, давай. Очень тяжелая, очень тяжелая. А ты заноси. Видишь, что там? Кира говорит, откуда сколько дяди денег? Кира уже у нас понимает, да, что без денег сейчас... О, ребята, там что-то еще, да. Давай доставай, пакет выбирай. О, Папа, что там? не знаю, дочь. Давай. Папа сейчас ножом откроет. Все понятно. Это вот о чем, ребят, я вам и говорил, то что была ошибка. Рыбалка с Дрюней. Новая табличка, ребята, правильная. Андрюха, это пойдет вот именно вот с этим номером, пойдет в новый гараж. Охренеть. Но тут дочь, смотри. О! Ты догадываешься, что такое? Нет. Где что-то видно. Какой-то крючок. Смотри, чехольчик даже есть. Смотри, что написано. Дрюня, 11 рус. Раз. Это, я так понимаю, мангал, наверное. Смотри, 2. Открываем. Открываем. Так, здесь, ребята, ноги. Ноги. Резные, крутые такие. Бока. В общем, это получается ноги. Это поднимается вот так. Ну, дочь, сними-ка чехольчик. Так. Надо разбираться. Так, да, вот тут получается. Так, тут закручиваются ноги, ребят, с той стороны получается. Здесь вот так вставляются бока. И это вот такой, ребята, Дрюня 11 рус мангал. И вот здесь такие ножки, ребята, смотрите. Вот они так закручиваются. И вот так жарятся шашлыки. Понимаешь, дочь? А ножки где? Вот эти ножки. Он уже с такого с толстого металла сделан. Это 4 ноги. А это 4, ой, 2 бока получается, 2 бока. Офигеть, дочь. Да, это крутой, конечно, подарок.
Тут миллиметра 2,5-3 как минимум. Ребят, я не буду сейчас распаковывать. Мы просто этот мангал будем обновлять, наверное, вот именно на праздник. Вот так. Смотри, дочь. Вот так он закрывается. Вот на такие защелки. Неправильно вот так. И еще получается есть сумочка. Давай. Офигеть, вот это да, блин. Это, конечно, очень круто. Такие подарки, конечно, блин, получать. Вот еще пока посылочка осталась. Сейчас, давай запакуем сначала. Да, это сделано все под заказ, ребята, вы должны понимать, да, что это под заказ, конечно, блин. Это, блин. Вот, смотри, дочь. Вот так закрывается. Мне мама говорила, что тебе придет. Смотри. Оба! Все, поставь. Да, круто. Вот там наши подарки. Так, еще что-то, ребята. Что-то еще. Это можно запахать. Там здесь записочка была. Нет, это не записки. Я тоже поняла, что это сумка перевозилка такая. Да? Я знаю. Это сумка, получается, перевозка, да? Да. Это бабушки нам. Вот так и погнал. Бабушка. А тут сумка, получается, да, вот это. Одевается вот сюда, она так, хопа. Все, бабушке передадим, будет в магазин ходить у нас. Бах-бах. Вот так вот. На колесиках сумочка. Бабушке будем передавать. Так, ребята, ну что тут? Тут еще тяжелая посылка. Ну, написано Лехи, наверное, дочь не будем открывать. Лехи. Видишь, не Лехи, ну просто две точки забыли. Это Лехи, не будем распечатывать. Это папа Лехе передам, и Леха уже сам распечатает уже, потому что, ну, тут подписано уже отдельно. Вот так вот, и вот еще Лехе продуктов. Сейчас мы это все потом соберем, тут упакуем по пакетам. А я скажу. В общем, как-то так. Ну, вот это, конечно, ребята, и вот это просто пушка. Да, это очень круто. Да, обалдеть. Да, Кирина? Что, тебя отправим? Что ты не помещаешься? Что, ребята, видели все сами. Андрюха, ты обалделся, честно, блин. Вот этот мангал, конечно, он тот еще, ребят, кто первую посылку не видел, там тоже есть мангальчик тоненький. Он говорит: Андрюха, оставишь где-нибудь его на берегу, говорит, а я тебе отправлю. Вот вообще крутой, конечно, мангал. Он такой, ребят, компактный. Реально, он в любую машину загрузил, в упас и поехал. Нарды, ребята. Какая-то интересная бутылочка на 23 февраля. Опять же винишко. Блин, Андрюха, красота. Спасибо огромное еще раз. Я просто в шоке. Короче, хотел Андрюха отправить просто вот эту табличку, которая была ошибка. Ну вот видите сами. И опять же не забыл за Леху. Большое уважение, Андрей, спасибо. Нет слов, просто одни эмоции, реально. Блин, это я прям не знаю, слов нету. Доча, очень круто, да? Крутые подарки. Спасибо, братан, огромное вообще от души. Мы с Андрюхой уже начали переписываться, познакомились так. Отлично. И, Андрюх, теперь уже без сомнения жду тебя сюда на рыбалку ко мне в гости. Приедешь. Я должен все сделать, чтобы ты просто так же был удивлен, как я сейчас. Спасибо огромное. Ладно, сейчас все опять же упакуем. И в ближайшее время съезжу до Лехи. Мы планировали, кстати, с ним на рыбалку, но вот видите, ребят, я заболел. Ну, сейчас отклемаюсь и съездим с Лехой порыбачим и вручу подарком. Не забыл за рыжего, за китикет. Ну так, макарон, не знаю, еще что-то, ребята. В общем, Андрюха душа, Андрюха душа. Все,
Спасибо большое еще раз. Привет супруге. Давай, на связи. Ну и вам, ребята, всем спасибо за просмотр. Вот опять, я опять на эмоциях. Круто. Спасибо большое. Все, ребята, всем пока. Доча, пока. А мы пойдем обедать. Все, ребята, на связи. пойду.